Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну. С таким предложением согласился глава государства. Как отметил на совещании в Кремле первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, эксперимент подтвердил заинтересованность предпринимателей в новом налоговом режиме. И можно его считать удачным. Зарегистрировано свыше 260 тысяч самозанятых. В первую очередь это перевозка пассажиров, затем строительство, сдача в аренду имущества и репетиторство. Тем предпринимателям, которые сегодня еще работают в тени, не хотят платить налоги, не хотят регистрироваться, мы дали возможность работать легально, брать кредиты в банках, получать меры господдержки, отметил Силуанов. Тем временем номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника в 2020 году увеличится до 48 942 рублей. В 2021 году она составит 51 904 рубля, а в 2022 году 55 295 рублей. Соответствующий законопроект о бюджете Фонда социального страхования на следующие 3 года Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал Палате принять во втором чтении. Ну а женщины с маленькими детьми на руках смогут со следующего года бесплатно повысить свою квалификацию или получить новые профессии. Как отметил глава Минтруда Максим Топилин, изначально предполагалось, что на учебу будут направляться женщины, находящиеся в отпуске по уходу за детьми до 3 лет. Но потом было принято решение расширить список участников программы и дать возможность получить профессию или повысить квалификацию женщинам, которые не состоят в трудовых отношениях и имеют детей дошкольного возраста. Такие мамы в период обучения, который может составлять до полугода, будут получать стипендию в размере минимального размера оплаты труда, увеличенную на районный коэффициент. Предполагается, что с 2020 по 2024 год обучение пройдут 230 тысяч женщин. Новая разработка в виде браслета, способного отслеживать давление, пульс и другие показатели, указывающие на критическую усталость у водителей пассажирского транспорта, создана в России. Об этом сообщил глава Ространснадзора Виктор Басаргин. Например, если водитель пассажирского транспортного средства вдруг стал моргать, закрывать глаза, либо у него есть проблемы с давлением, информация сразу поступает в систему управления транспортными средствами и принимается решение, рассказал он. Кроме того, глава Ространснадзора рассказал, что в ближайшее время в России в автомобиле могут внедрить чипы, блокирующие машину, если водитель находится в состоянии алкогольного опьянения или у автомобиля есть техническая неисправность. Ну а Почта России вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях. Изменения вступят в силу 15 ноября. С этого дня для большинства россиян время пребывания посылки в пути будет ограничено 48 часами. Точные контрольные сроки зависят от направления и варьируются от 2 до 8 суток. Время доставки из городов-миллионников в населенные пункты с населением более 100 тысяч человек и обратно сократится до 2-3 дней. В некоторые города с населением более полумиллиона посылки будут приходить через 1 день. Причиной стали крупные денежные вложения в инфраструктуру, пересмотр схемы маршрутов, а также сокращение сроков сортировки почтовых отправлений. Всего же программа развития Почты России до 2023 года предполагает инвестиции в размере 133 миллиардов рублей. Большая их часть придется на информационные технологии. Наличные остаются самым распространенным способом оплаты в России. Ими регулярно пользуются 89% населения. И только 2% полностью отказались от наличных. Чаще всего россияне носят при себе от 500 до 1000 рублей наличными. На втором месте по частоте использования после наличных оказались дебетовые банковские карты, включая зарплатные и пенсионные. Ими пользуются 58% покупателей. 15% граждан расплачиваются кредитными картами. Столько же используют различные бонусные программы в кафе и магазинах. На бесконтактные платежи мобильным телефоном перешли 13% жителей России, а 11% используют перевод денег продавцу по номеру телефона. 6% пользуются электронными кошельками. Среди причин редкого обращения к оплате картой на первый план выходят опасения мошенничества. Кроме того, безналичная форма оплаты еще не вошла в привычку, полагают эксперты. Людям труднее контролировать свои расходы, так как теряется ощущение объема потраченных денег. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.